нас в студии прекрасные девушки из театра бурятской драмы Сайнжин Жамбалова и Надежда Мунконова. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Привет. Ну, начнем с нашего традиционного вопроса, который мы задаем всем нашим гостям. Как начинается ваше утро? Мне кажется, для вас это, ну, такой стабильный подъем, нет? Ну, в принципе, да, у меня. Раннее утро. Вообще для актеров, для каких-то театральных деятелей, мне кажется, раннее утро это вообще какие-то не... В общем, это очень неудобная вещь, потому что организм просыпается когда-то ближе к вечеру, какие-то биологические часы. Ну да, конечно. Да, как раз к спектаклю, к 6, к 7 часам. Поэтому... Ну, репетиции же, наверное, все-таки в дневное время проходят. Да, в дневное. С 11 утра обычно. Ну, то есть есть время поспать. Да, вполне. Выспаться, отдохнуть. Ну, я думаю, что сразу же просто вот... Очень хочется рассказать о том, с чем вы к нам пришли вообще, да, потому что эта тема на самом деле очень необычная, и мы вот сколько готовились к эфиру и обсуждали, и поняли, что никто не знает о том, что это вообще существует. Поэтому давайте перейдем сразу к делу. Театральная олимпиада. Нет, это не так, это она не знала, я знал, я за вашим творчеством. Он не знал, он не верьте ему. Итак. С чем вы к нам пришли? Расскажите, девушки, пожалуйста, про театральную олимпиаду. Что это такое, с чем это едят? Давайте вот начнем, наверное, с Надежды и потом вот перейдем к Сайжин. Ну, Вот мы отсюда- обычно привыкли, Наоборот. Сайжин начинает первое, так как она у нас режиссер нашего театра, поэтому... Ну, давайте Нет, тогда. вы просто дальше находитесь, я думал, что вы выпадаете из поля. Ну, давайте начнем с Сайжин. Хорошо. Что такое театральная олимпиада? Театральная олимпиада проходит, как выяснилось, второй раз в России. Да, второй все-таки, раз в да, вот России. мы разговаривали. То есть она существует достаточно давно, но в России это не так часто было. И выяснилось вот недавно, что первая олимпиада театральная проходила в 2001 году в Москве. В Москве, да. И вот студия, в которой училась как раз Надя, да, вот это поколение актеров, они еще будучи студентами, они ездили в Москву вот на первую олимпиаду, которая проводилась именно вот в России, театральная Ничего олимпиада. себе. Да, и ездили со спектаклем «Улейские девушки», кстати, который до сих пор у нас идет уже На нашей сцене. очень много-много лет, да, с тех пор, с нулевых годов. Вот, и сейчас это вторая театральная олимпиада в России, но на этот раз город Санкт-Петербург, и мы туда приехали со спектаклем «Полет. Бельчирская история», кстати, тоже про иркутских бурят. Так. Я только сейчас это поняла, да. Вот. Этих иркутских бурят сразу не поймешь. Да. Театральная олимпиада, вероятно, любит просто тему про иркутских Как-то само бурят. собой совпало неожиданно. Песни иркутских бурят, да. Ну и мы их любим, собственно. Поэтому вот было очень здорово получить приглашение. Полгода назад к нам пришло официальное приглашение. Именно конкретно с этим спектаклем. Приглашали конкретный спектакль. Вот. То есть там сразу идет отбор. Нет такого, что ты приходишь и сам выбираешь, что ты, с каким спектаклем будешь участвовать? Нет, это абсолютно такой вот точечный, как бы такой локальный отбор. Конкретный спектакль, конкретно, пришло приглашение на него. И в рамках театральной олимпиады, там, я так поняла, был какой-то период, когда на сцене, значит, шли спектакли национальных театров. Собственно, он до сих пор идет, по-моему, да? Сейчас идет. До сих пор. Буквально вчера выступили наши друзья из Калмыкии со спектаклем «Я Будда». А до нас были наши друзья из татарского театра «Камалы». И получается... Единственное, о чем мы пожалели, что мы как бы ни с кем не удалось увидеться, потому что театральная олимпиада устроена так, что как бы одни приезжают, играют 2 дня и уезжают, да. Но все равно это были очень классные впечатления для нас. Сейчас можно даже немножко резюмировать про то, что мы вот выжимку такую взять, что Олимпиада все-таки проходит, уже до сих пор идет, да, как я правильно поняла? Да. И то есть участники приезжают, выступают 2 дня и уезжают. То есть таких вот результаты-то есть уже?
Надежда? Я так думаю, что особых как бы результатов не будет, так как уже то, что эти спектакли уже отобраны на показ на площадках города Санкт-Петербурга, уже говорит о том, что Конечно, эти это спектакли да. прошли какой-то отбор. И повезло тем, кто может быть там и наблюдать все эти спектакли. Но благодаря, конечно, трансляциям, я думаю, очень большое количество людей тоже могло увидеть все эти спектакли, которые были отобраны на Кстати, Олимпиаду. да. Театральная Олимпиада ведет очень классную вещь. Она делает сразу трансляции онлайн спектакля. И, например, мы сыграли второй спектакль, они снимали это, транслировали, и в первый же буквально вечер после спектакля там было очень-очень много тысяч просмотров, что-то такое. Ну, то есть здорово. одновременно, да. Скажите, а там соревновательный элемент-то есть? И там, ну как, как правило, что такое Олимпиада для нас? Олимпиада это, такое мировое соревнование, где спортсмены из всяких разных стран. Вот там, я так понимаю, театры тоже были из разных стран, да? Да, были спектакли из Кореи, из Китая. Вот не знаю, по какому критерию мне не удалось увидеть этот спектакль, конечно, Циматянь, какой-то китайский театр выступал там аж около 4-5 дней. Ничего себе. Вот, видимо, Без остановки, что ли, в смысле? каждый день. Да, ну ладно, хорошо. То есть приглашение на этот... Бог этих китайцев знает, они и такое могут учудить, и 5 дней подряд вести этот спектакль. Ладно, извините, что перебил вас, Саня. Ничего страшного. То есть приглашение на эту Олимпиаду, это уже является неким таким, такой наградой для театра, да? А далее, как бы то есть оргкомитет театральной Олимпиады делает такой огромный подарок для жителей Санкт-Петербурга, и как бы в течение нескольких месяцев петербуржцы имеют возможность просто посмотреть какое-то... спектакли со всего мира. Вообще со всего мира, да. То есть, наверное, в этом и заключается к вопросу вашего, Никита. Ну, скажем, такой прямого соревновательного духа там нет. Ну, то есть это больше вот, когда приходит приглашение, это уже победа, можно так сказать. Ну, надеюсь, что да. Это типа Всё-таки. это как будто фестиваль, да? То есть там нету первого, второго, там серебро, как на Ну, Олимпиадах. вообще для театральных фестивалей это как-то, свойственно, потому что, вот, допустим, первый наш фестиваль, на который мы ездили с этим спектаклем, это была «Арт-миграция», это был фестиваль молодой режиссуры 2 года назад. И там тоже был такой вот, то есть это критики из там 100 спектаклей, грубо говоря, да, по всей России отбирают там 7, скажем. Так. Вот. И то, что ты попадаешь в эту семерку как бы спектаклей и приезжаешь, имеешь возможность это сыграть на сцене где-то в центре Москвы, это и, это и уже есть. Вот. Большое Да, большая победа, большое да? дело, да. Ага, понятно. Ну, я думаю, что стоит продолжить тему завтрака. Как проходит ваш завтрак? Чем завтракают артисты Бурятского цирка? Ой, цирка, господи, простите, пожалуйста, театра. Чем завтракают артисты Бурятского цирка? Просто они совсем недавно тоже у нас были в гостях. И у нас вот, на самом деле, можно сказать, вторая неделя уже такая максимально творческая, потому что у нас вот много творческих гостей приходит. Прекрасно. Ну, у меня отвратительная привычка, я не завтракаю. То есть так можно? Так Это можно. никак не работает, не влияет на творческую составляющую. Но готовите завтрак. Но готовлю завтрак для детей. Поэтому Это считается. Да. Будем считать, что все творческие люди с утра едят кашу. Давайте будем говорить так, чтобы все детки, Да. которые сейчас сидят возле телевизора, Мы едим кашу. доедали кашу. Ты, Ты наверное, не ешь кашу, что с тобой? Ну, продолжим разговор, да, про спектакль. Все-таки приблизимся, скажем так, немножко к самому спектаклю и опустим Вернемся от тему нашей любимой Олимпиады. темы, да, про еду. И вернемся все-таки к театру. Да, И Олимпиаде. у спектакля, на самом деле, насколько я знаю, очень много важных наград. Регалий. Заслуг. Регалий. Вот давайте об этом поговорим. Что вот у спектакля, у этого, чем отметили на всероссийском уровне? Ну, начнем с того, что после того, как мы поставили, собственно, сам спектакль, Сажин его поставила в 2016 году. В 2017 году спектакль уже попал в лонг-лист «Золотой маски» и был приглашен осенью
18 уже года на Нет, 17-го года приглашен на арт-миграцию, да, осенью, а весной А весной 18 года нас уже пригласили на Новосибирский транзит, на фестиваль театров Сибири, Дальнего Востока, где театр и спектакль получили 2 награды за лучшие художественные чего-то там, воплощение документального материала и за самый лучший актерский ансамбль. Наилучший. Это, между прочим, серьезно. Я вот еще хотела спросить, как вообще проходит создание, собственно, спектакля? С чего это складывается? Мне кажется, где вообще берете вдохновение, как это придумывается? Ну, это какая-то же такая вещь, она же где-то в воздухе летает. И так, взял и все, да? Да, и ты всегда в тупик ставит. Как только вопрос, а как вот вы написали стихи, а как написали музыку, а как поставили спектакль, да, и ты сразу начинаешь такой ступор немножко входить, потому что, ну, вот как. Ну, как? Ну, вот так да, вот. вот так вот. Ну, это мучительный процесс творчества или Конечно. это вот, то есть это долго делается, да? Это, За да. вечер не напишешь спектакль. Ну, если быть внимательным к мелочам, Если быть гением, То все может быть. нужно, наверное, начать с того момента, что идея нашего художественного руководителя Саяна Цидыповича Жамбалова, он изначально хотел раскрыть историю Марии Сахьяновой, вследствие чего была организована экспедиция в Иркутскую область, куда ездили наши артисты, сам Саян Цидыпович. А уже когда во время экспедиции тоже поднялась эта тема самого Братского моря, как люди переживали те потрясения, и вот эта тема оказалась намного сильнее, и вот действительно, наверное, эта мысль витала, но именно на этой экспедиции она была поймана. Укомплектована. В общем-то, очень много известных людей оказалось, что были из села Старый Бельчир, которых впоследствии затопило в связи с Братским ГЭС. И так возникла сначала тема личностей, конкретных личностей, и в связи с этими личностями вдруг вскрылась тема затопления земель, затопления бурятских сел. Тут же Саян Цидыпович вспомнил про повесть Валентина Распутина «Прощание с матерой», и просто понял, что это по другую сторону Ангары. То есть по одну сторону Ангары это были бурятские деревни, по другую сторону русские деревни. По сути, это про одно и то же, и вот возникла цепочка, вот эта тема. в общем, да, такая очень сложилась. И... Да, интересная очень вещь произошла. И вообще процесс конкретно этого спектакля, он вместе с водой, которая наполнена наша сцена, он так как-то, в общем, что-то друг за друга что-то цепляется, и как-то приходят новые артисты играть, то есть у нас поменялся немножко состав спектакля за 3 года, да, пока мы его играем. До сих пор можно посмотреть. Конечно. Да. Вот как раз 7 ноября мы его будем играть. Приходите. Слушайте, давайте, я хотел вернуться к теме Олимпиады, хотел спросить, а вам лично что-то запомнились, какие-то работы от других конкурсантов, какие-то другие спектакли? Какие вам запомнились? Это наша боль. Это наша боль, действительно, потому что... Это наша боль, потому что они говорили на иностранном, и мы ничего не поняли, что ли? Нет, просто так сложилось, что за то время, какое мы были в Петербурге, играли только мы. Играли только мы. А так как мы в это время играли, то есть мы не имели возможности посмотреть какие-то другие спектакли. То есть вы, по большому счету, работали своих коллег с других театров-то не видели? Да. Ну тогда да, согласен, это боль. Но мы видели много зрителей. Это важнее, наверное. Встреча с петербургским зрителем на такой сложной для нас площадке. Я думал, вы скажете, но мы видели и Исаакиевский собор. Нет, его мы тоже видели. Его тоже видели. Значит, это хорошо. Поездка в Питер прошла удачно. Да. В последний день у нас была небольшая экскурсия, несколько
Даже артистов. прокатились на Неве, Да, да. увидели. Петербургские зрители посмотрели, наши зрители, кто не видел, тоже могут посмотреть. Поэтому, Надежда, Сайжин, к вам просьба. Посмотрите вот в эту камеру и пригласите наших горожан на ваш замечательный спектакль. Мы ждем вас на спектакль «Полет. Бельчирская история» 7 ноября по 17:30. Прошу 16 прощения. не приходите, 18:30. Можно прийти заранее подождать, чтобы наверняка не опоздать. Спасибо большое, что провели утро с нами. Мы желаем вам творческих успехов, чтобы мысли вот просто вот везде, вот так вот в воздухе витали и приходили все более интересные и новые идеи, чтобы их прям вот было нескончаемое количество. Вы тоже приходите. Обязательно. 7-го.